О самых заметных событиях понедельника, 6 июня, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Вот основные темы. Эффект вакцинации. В больницах республики сокращают палаты для пациентов с ковидом. Служба спасения республики и ГИМС предупреждают, купание в водоемах до открытия сезона запрещено, а на пляже проводят рейды. Уникальный номер Айсен Николаев подарил Национальной библиотеке Якутии оригинальный экземпляр газеты «Известия». День русского языка. В школах Якутска продолжается подготовка к сдаче основного госэкзамена. Триумф якутских красавиц. Сразу 3 представительницы нашей республики вошли в топ-10 суперфиналиста конкурса «Миссис Россия мира». Навигация для маломерных некоммерческих судов открылась сегодня в Якутске и ряде районов. С 3 июня навигация началась в Алданском, Ленском, Дерюнгринском и Алекминском районах. Следующие сроки открытия навигации приходятся на 10, 20 и 25 июня. В рамках месячника безопасности людей на водных объектах инспекторы ГИМС регулярно проводят патрулирование, проверяют судоводителей. Хотелось бы напомнить судоводителям соблюдать все правила плавания на водных объектах, и водных внутренних объектах. Также обеспечить безопасность перевозки пассажиров, пути исследования, иметь индивидуальные спасательные средства, пройти маломерное судно освидетельствование с отметкой «годное», и соблюдать все правила поведения на водных объектах. Премьер Якутии Андрей Тарасенко провел совещание республиканского оперштаба по охране лесов от пожаров. В регионе на сегодня действуют 4 лесных пожара в Алекминском, Ленском, Аймяконском и Кобяйском районах. Сложная обстановка сохраняется в Алекминском районе. В 10 километрах от села Чапаево обстоятельства лесного пожара выясняют. Площадь, пройденная огнем, за последние дни выросла до 620 гектаров. Причем 300 гектаров из них – это верховой пожар. Самый большой пожар действует в Алекминском районе, и сегодня многие силы переброшены туда для того, чтобы локализовать пожар и в дальнейшем потушить. Есть вероятность появления там ресурсных облаков, и мы завтра запланировали самолет-зондировщик для того, чтобы вызвать эти дожди, для того, чтобы потушить этот пожар. В больницах республики сокращают палаты для пациентов с ковидом. В основном в клинике привозят людей в возрасте, а также пациентов, имеющих патологии здоровья. Во многих больницах ликвидируют красные зоны, оставляя таковые лишь в крупнейших медучреждениях. В Якутской республиканской клинической больнице красная зона продолжает работать. Александр Хавренко подробнее. Мы находимся в красной зоне отделения реанимации Якутской республиканской клинической больницы номер 2. Еще год назад в каждой из этих палат лежало по несколько пациентов. Сегодня же на все отделение всего 5 больных. COVID-19 отступает, но это не значит, что надо расслабляться. За те почти 3 года, что мы живем с ковидом, многое изменилось. В самом начале пандемии у медиков не было полного понимания, как бороться с этой напастью. Со временем же появились и эффективные препараты, и эффективное лечение. Анализ, как говорится, был сделан за этот промежуток времени, что именно, какие препараты подходят, какие не подходят, где действительно пациентам становится лучше, где наоборот вообще как пустышка в воду льем, грубо говоря. И эффекты, конечно, возросли, и нахождение даже в реанимации уже немножко сроки уменьшились. Максимально, конечно, и доходили и до месяца, но сейчас немного сократились, чуть ли не в 2 раза. Врачи инфекционного отделения первыми встали на борьбу с ковидом. На особый режим работы они перешли 17 марта 2020 года, когда в Якутии были выявлены первые заражения вирусом и введен режим повышенной готовности. За все время пандемии через отделение прошли 1000 пациентов. Продолжают они поступать и сейчас, но, к счастью, пациентов в тяжелом состоянии среди них почти нет. Сегодня у нас вообще больные поступают в средней степени тяжести. Надо сказать, сейчас стали болеть легче, в плане того, что, конечно же, это зависит от штамма заболевания. Сейчас идет штамм омикрон, но единичные случаи дельта тоже встречаются в республике. Дельта-вирус, это был очень тяжело
переносили люди, вызывало очень тяжелое течение заболевания. Сейчас легче. Кроме наработанного опыта и понимания, как бороться с вирусом, огромную пользу в противостоянии ковиду принесли и разработанные вакцины. Пусть они не всегда спасают от вируса, но врачи из всех отделений солидарны во мнении, что у привитых пациентов болезнь протекает в разы легче и выздоровление идет быстрее. Намного легче уже переносят, конечно, чем было до вакцины. И быстро лечатся. Примерно 10 дней вакцинированные. Не вакцинированные еще дольше, и тяжелее переносят ковид. Конечно, еще не скоро из больниц исчезнут красные зоны, а врачи сменят СИЗы на привычные халаты. Но уже сейчас можно с уверенностью говорить, что в боях за своих пациентов герои-медики одерживают победы. Александр Хавренко, Артем Алексеев, Якутск. Идем далее. Благоустройству Ленска уделяют большое внимание. За последние несколько лет изменилось многое. Старая площадь Ленина преобразилась, стала красивой и современной. Парк культуры и отдыха тоже изменился. В настоящее время Ленск озеленяют, продолжит Светлана Балеева. Сегодня начаты ремонтные работы на набережной города. Заключен контракт с подрядчиком ООО «Арарат» на 23 миллиона рублей. 3 километра набережной от речного порта до городского пляжа обновятся к 15 августа. На улице Набережной, запланированы работы демонтажные, вот парапет, полностью это 5000 квадратных метров, это от пляжа до речпорта, будет ремонтироваться, снимается старая штукатурка, штукатурится, шпаклюется и красится. И в решетке тоже все красится. Ленчане довольны, признаются, что готовы потерпеть ремонтные работы ради обновленной улицы. Ведь именно набережная является лицом города и любимым местом для прогулок. Я очень рада, что наконец-то набережную начали приводить в порядок. Вообще, всегда набережная была гордостью нашего Ленска. И всегда мы гордились. У нас приезжают гости с разных точек нашей Якутии. Также и со страны к нам приезжают. И, получается, гостят, смотрят и обязательно восхищаются ей. И, конечно, нашу гордость нужно поддерживать в порядке. Мы там часто гуляем. Нам нужно, чтобы красивые скамейки были, например, чтобы эти фонари не были разбитые, урны были такие чистенькие, потом, эти деревья, чтобы не было сломанного. После завершения косметического ремонта на набережной города будет проведено озеленение. Появятся новые деревья и кустарники, а также клумбы с цветами. Запланирован и субботник. Сегодня движение по этой улице автомобилям разрешено местами. Основная часть дороги перекрыта. Теперь жители могут, ничего не боясь, гулять вечерами с детьми и кататься на велосипедах. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Служба спасения республики и ГИМС предупреждают, купание в водоемах до открытия сезона запрещено. Так, чтобы обеспечить безопасность людей на водных объектах, спасатели проводят рейды. Тему продолжит Светлана Неустроева. Официально открытие купального сезона в городе Якутске запланировано на 20 числа июня. Вода до сих пор убывает и приносит большое количество мусора к берегу, а жаркая погода установилась лишь в последние несколько дней. Тем не менее, это не останавливает сотни желающих искупаться. Здесь, на городском пляже, собрались преимущественно дети. Позабыв о всех правилах безопасности, они заплывают на глубину, катаются на самодельных плотах и ныряют. Специалисты говорят, лишь вопрос времени, когда такая безответственность заберет чью-либо жизнь. Как только потеплело, люди сразу стали приходить купаться для профилактики от несанкционированного плавания этого сезона. Ходим, предупреждаем людей, что сейчас купаться еще рано, опасно. И нужно еще немного подождать. Большинство людей соглашаются, что они не будут купаться, говорят, после 20 числа, когда сезон купания откроется, они придут купаться. Есть такие люди, которые не соглашаются с этим. Что поделать. Не готово к открытию купального сезона и муниципальное предприятие «Городские бани», на балансе которого и находится данный пляж. Начиная с 3 июня сотрудники предприятия стараются ограничить доступ городских жителей к воде. Так, в минувшую пятницу предприятие старалось закрыть калитку, ведущую на пляж. Но вскоре замок сломали, повредили и часть забора. Видимо, какое-то время желающие искупаться пролезали через небольшую дыру. Сейчас сотрудники городских бань развешивают предупреждающие баннеры и стараются хоть как-то предупредить людей. А ведь достаточно просто дождаться купального сезона, и здесь все заработает как должно. Сейчас мы закупили благодаря
окружной администрации города Якутска закупили шезлонги в этом году 100 штук. И она будет как аренду сдаваться людям, отдыхающим. И закупили еще 2 пескаря. Это машинка, которая чистит песок от камней, от всяких этих мусоров, получается. И в этом году думаем, что песок будет хорошего качества, чистый. А между тем уже появились первые жертвы. Так, в минувшие дни вода забрала жизнь отдыхающего на реке Кенкеме. На пульт дежурного вызов о пропаже человека поступил 5 июня. Водолазная группа была собрана незамедлительно. Тело пострадавшего нашли практически сразу. Место же, где пострадавший собрался с друзьями, было не предназначенным для купания. Нельзя употреблять алкоголь, не купаться на несанкционированных пляжах. И сейчас рано, вода еще холодная, чтобы купаться. Вот как мы приехали, видим, отдыхающих много, употребляют алкоголь, соответственно, будут купаться. Лето в республике началось внезапно. Еще совсем недавно на реке плавали льдины. Однако беспечность и желание провести досуг на воде может стать фатальным для тех, кто не придерживается простых правил. Сарглана Неустроева, Джилустан Иннокентьев, Якутск. Алданский медколледж получил образовательный комплекс, который позволяет изучать топографическую анатомию человека. Как рассказали представители компании-разработчиков, в Якутию такой комплекс они поставляют впервые. Новинку изучил Руслан Павлов. Погружаться в образование с головой в прямом смысле этого слова теперь могут студенты Алданского медицинского колледжа. Образовательное учреждение получило современный цифровой комплекс для подготовки специалистов в области медицины. Впервые мы поставляем такую продукцию в Якутию, в данном случае в город замечательный Алдан. Это, наверное, первый колледж, который получает такую высококлассную продукцию. Многие даже удивились. Ну, наверное, это хороший старт для того, чтобы двигаться дальше и развивать это направление. Укрепить материально-техническую базу колледжа помогла компания «Железные дороги Якутии», которая сотрудничает с СУЗом много лет. Поэтому было принято решение, нам поставили вот такой замечательный 3D-анатомический стол, к которому идет огромное количество модулей. Это связано и с вирусологией, и с молекулярным строением клетки, и много-много еще чего. Вообще, на самом деле, подобное оборудование поставляется, конечно, в высшее учебное заведение. Но поскольку мы ставим перед собой очень высокую планку, мы хотим, чтобы у нас было все самое лучшее. Образовательный комплекс позволяет изучать топографическую анатомию женского и мужского тела, рассматривать взаимное расположение органов и тканей по областям и их анатомические связи с другими органами и тканями в нормальных и патологических условиях. Кроме того, в программе комплекса содержится большая библиотека готовых топографических сцен. Также здесь инновационный модуль трехмерного рендеринга КТ и МРТ снимков. То есть мы можем взять из любого медицинского учреждения настоящие КТ-снимки, например, зубов или позвоночника, загрузить сюда и в трехмерной проекции изучить. По мнению специалистов, основным достоинством данного продукта является поддержка виртуальной реальности. Она позволяет изучать тело человека как снаружи, так и изнутри. То есть это довольно популярная сейчас вещь, но в анатомии это, наверное, очень актуально, потому что виртуальная реальность позволяет в реальном времени и масштабе разглядеть то, как устроен организм изнутри и попутешествовать, так скажем, внутри организма. Группа студентов медколледжа испытала на себе новый продукт. Эмоциям не было предела. Классно. Какие еще эмоции? Ну, круто, можно изучать все так подробно, очень интересно. Это большая мотивация вообще для обучения этих студентов. То есть познание, строение, анатомия, патологии человеческого организма. И послужит, конечно же, повышенному уровню, я думаю, знаний, которые они получают здесь, чтобы быть уже достойными медицинскими работниками. Стоит отметить, что данный образовательно-прикладной комплекс полностью российского производства, так что у Алданского медколледжа не будет проблем как с программным обеспечением, так и с комплектующими. Руслан Павлов, Георгий Баранов, Алдан.
Новые технологии деревообработки активно внедряют в регионе. Частично это связано с реализацией льготной программы дальневосточной ипотеки. Дома строят не только из лафета и бруса, особенно востребованы быстро возводимые МХМ-панели. При этом не хватает профессионалов в плане деревянного строительства с новыми технологиями. Поэтому СВФУ со следующего учебного года в инженерно-техническом институте открывает новое направление. С 20 июня начинается прием документов и набор студентов на 20 бюджетных мест. Новые профессии будут обучать 4 года. В рамках сегодняшнего круглого стола мы будем обсуждать именно, какие кадры нужны для того, чтобы у нас с развитием деревянного домостроения именно повышалось качество. Да? И затронем моменты, связанные с строительством именно многоквартирного жилья в деревянном исполнении. На сегодняшний день у нас достаточно в мире технологий, да, которые неполные в мире у нас на территории республики используются. Да, и в этой части мы признаем актуальность именно того вопроса, который на сегодняшний день мы сегодня будем обсуждать. В новых условиях ставку делают на импортозамещение. То есть почти каждый предприниматель интересуется заменой импортных товаров и продуктов на аналогичные, но произведенные внутри страны. Так, якутские производители фастфуда отказались от зарубежных ингредиентов в пользу местных продуктов. Тему продолжит Валерия Наумова. Хорошая пицца – это правильное тесто из качественной муки, моцарелла, которая дает сочную основу, и вариации начинок стабильного качества и размера. Об этом не понаслышке знают в пиццерии «Селас». Она открылась в период санкций, но на себе проблем не почувствовала, так как чутко знала, что любой импортный продукт можно заменить на отечественный. Мы долго думали, вообще, какую кухню выбрать, думали над мексиканской кухней. И мой друг, совладелец, к нему пришла идеальная, гениальная идея, то что нужно кормить людей теми продуктами, которые не попадают под санкцию. И решили выбрать пиццу. Это авторская пицца, ее разрабатывали победители «Вкус Якутии 2020 и 2021. И все продукты у нас местные, российские. Стоит отметить, что при разработке меню учитывались продукты, которые производят непосредственно у нас в республике. Например, в меню заведения представлены такие интересные позиции, как пицца с маринованной жеребятиной, римская пицца с тартаром из жеребятины и с риетом из жеребятины. Места питания, они всегда разрабатывают, исходя из того, что есть в регионе. То есть это называется рациональный подход к кулинарии. Да? То есть пицца – это итальянское блюдо, и мы решили сделать, допустим, риет. Риет – это паштет, готовится он 4 часа, томлится и прорубается ножом, то есть рубленый паштет. Ну и мы решили вот такую вот интересную позицию сделать, и она стреляет, так сказать. На кухне производства с введением санкций пересмотрели отдельные ингредиенты. Например, аргентинский сыр заменили на российский. Как утверждают в пиццерии, на вкус это не повлияло, а вот стоимость в разы дешевле. То же самое касается и томатов в собственном соку. На итальянского производителя нашелся отечественный. Даже пармезан из Красноярска нисколько не уступает итальянскому. Валерия Наумова, Григорий Николаев, Якутск. Продолжается подготовка к сдаче основного госэкзамена в первой школе Якутска. Так, в образовательном учреждении в плановом режиме проводят консультации и дополнительные занятия. Одно из них посетила наш корреспондент Мария Кардашевская. Сегодня, в День русского языка, в школе номер 1 города Якутска продолжается подготовка к сдаче основного государственного экзамена. Учитель русского языка и литературы, почетный работник образования Татьяна Сергеева неустанно трудится во благо гуманитарного образования. Я сегодня хотела бы поздравить своих коллег с этим праздником, пожелать им успехов в нашем нелегком труде. Мы, филологи, находимся на страже сохранения русского языка, и на нас лежит очень ответственная миссия. Из школы мы должны выпускать учеников, обладающих грамотной устной и письменной речью, умеющих излагать свои мысли, отстаивать свою точку зрения, презентовать себя.
Татьяна Сергеева считает, что успешному обучению способствует арт-педагогика. По этой методике дети легче познают предмет через театральное искусство. Кроме уроков русского языка, учитель также проводит и уроки-мастерские. На этих занятиях она разговаривает с детьми о нравственных ценностях, прививает им нормы морали, жизненные принципы, учит помогать нуждающимся и защищать слабых. Знание русского языка очень помогает мне в жизни. Я участвую во многих конкурсах, олимпиадах, и, безусловно, очень важно красиво, грамотно излагать свои мысли. Также у нас проводятся уроки-мастерские с года в год. На них мы обсуждаем нравственные темы. Наш учитель учит нас жизни, учит, как делать добро людям и помогать нуждающимся. Среди учеников Татьяны Сергеевой многие уже неоднократно становились победителями республиканских олимпиад и дипломантами международных конкурсов. Дети признаются, что грамотное владение языком помогает им уверенно себя чувствовать при общении со сверстниками не только в жизни, но и в сети. Я каждый год участвую в международном конкурсе по русскому языку «Кириллица» и также участвую в конкурсе «Театральная весна», который уже второй год занимаем лауреат первой степени. И также хочу сказать то, что мы очень хорошо готовимся в классе к экзаменам. И также в моем классе очень много победителей по русскому языку. Ну и также надо учить русский язык для того, чтобы общаться в сети, потому что сейчас большая часть сети в России, оно на русском языке. И чтобы понимать, что говорит наш собеседник, и отвечать ему также понятно, потому что грамматика – это важно в социализации человека. Татьяна Сергеева уже 30 лет работает учителем и считает, что профессия учителя крайне важна в воспитании будущих поколений, что участие учителя происходит не только в изучении предмета, но и в становлении ребенка как личности. Мария Кардашевская, Павел Пахомов, Якутск. День русского языка отметили и в Русском театре, возложили цветы к бюсту великого поэта Александра Сергеевича Пушкина. После этого в театре прошел музыкально-поэтический вечер. Традиционно в этот день театр представил вниманию гостей премьеру постановки по произведению Александра Пушкина. В этом году выбор пал на поэму «Полтава». Поэма написана в 1828 году. Это поэтическая летопись одной из важнейших страниц истории государства российского. Победа русского войска под командованием Петра I в Полтавской битве 1709 года. История рассказана Пушкиным сквозь людские судьбы и поступки. И сегодня традиционно театр закрыл 131-й театральный сезон. Я бы всех хотел поздравить с этим днем, чтобы сегодня в каждой семье нашей республики, нашей страны звучали стихи Пушкина, звучали его великие строки. И каждый бы нашел возможность и время найти свою любимую женщину и сказать, что он помнит ее. Это чудное мгновение, когда она предстала перед ним. Пусть великолепные строки Александра Сергеевича и это настроение, вот этот возвышенный дух, который живет в нашей стране, будет жить в каждом из нас вечно. В Москве завершился финал национального конкурса среди замужних дам «Миссис Россия Мира». За главную корону боролись 72 участницы со всех регионов России. И снова якутянки оказались среди суперфиналисток топ-10. Четвертой «Миссис Россия Классик» стала Надежда Абрамова из Алдана. Ее землячка, многодетная мама Дарья Мельник, завоевала титул «Достояние России», а также корону в номинации «Народная миссис». А гран-при фестиваля красоты и грации досталось 35-летней Зарьяне Юмшановой из Верхоянского Улуса. В июне якутянка представит Россию на финале международного конкурса в Южной Корее, а в декабре поедет в Лас-Вегас. Я прожила здесь целую жизнь, и действительно я шла за победой. У меня огромная поддержка, это мои земляки, мой директор Василий Афанасьев, это очень большая поддержка для меня во всем абсолютно. Какие фишки в этом году были? Да, особо, наверное, нет, просто реальное стремление к победе и фантастические ходы, можно сказать. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и до свидания.